Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Трудома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 17 августа. Это у нас среда, и мы смотрим с вами все знаки зодиака по очереди. Начинаем с Овнов. Смотрим, какие события будут. Овны, 17 августа, среда, события дня. Покажите мне для Овнов. Так, 17 августа. Солнышко первое, что я вижу. Солнышко — это отличное настроение. Подсвечник надежды, понимание того, что все будет хорошо, да, такой позитивный настрой. Ссору нельзя. Победа, смотрите, может быть конфликт, победа в каком-то конфликте, может быть выяснение отношений, может быть еще 2 меча, может быть соревнование какое-то в этот день, да, то есть показывает победа. Казенный дом — это госучреждение, может быть у вас суд какой-то, да, вот в этот день, и победа за вами. Дорога, может быть, поездка. Казенный дом — это может быть аэропорт, ЖД вокзал, может так еще проигрываться. Череп. Болезнь, плохое самочувствие. Это может быть больница, например. Да, болезнь, больница. И ножницы. Решится дело, решится какой-то вопрос у вас в этот день. Так, смотрим. Бабочка, деловые отношения. Так, здесь нет. Получается у вас в этот день, ну, событий много, смотрите. Хорошее настроение, позитивные, да, вот какие-то надежды есть и вера в то, что все будет хорошо. Деловое общение, конфликт, победа, посещение госучреждения, поездка, решение вопросов и либо плохое самочувствие, либо посещение медучреждения. Тут может и так проигрываться. Так что, да, вот есть, конечно, 2 минуса, но, опять же, конфликта можно всегда избежать, а самочувствие, ну, тут уж, да, если плохо себя чувствуешь, тоже, в принципе, с этим можно справиться. Для этого существуют врачи, да, так что, Овны, вот такая информация у меня для вас. Благодарю за внимание. Перехожу к Тельцам. Тельцы, смотрим, что у вас. 17 августа, среда, события для Тельцов, покажите мне. Надежда. Деловая встреча. Может быть, есть надежда, да, вот какие-то на эту встречу, да, хочется, чтобы все прошло хорошо. Колебания. Выбор, да, нет, или.
Удача, смотрите, подкова. Удача на вашей стороне. Цветочек нельзя. Ссору нельзя. Колокольчик нельзя. Ключик, прекрасно. Ключ показывает, что все двери перед вами открыты, возможности. Якорь. Якорь — это либо что-то получается закончить, доделать, да, то, что, допустим, вы очень давно начали когда-то, и в этот день вы можете поставить точку. Или якорь — это еще фиксация, когда мы где-то фиксируемся в одном месте и практически не перемещаемся. Ну, где-то бросили якорь, грубо говоря, да, как корабль. Больше я не вижу. Значит, смотрите, получается, в этот день у вас есть позитивный настрой на этот день, у вас есть какая-то встреча, выбор, колебания, да, удача, возможности, ключ, открытые двери и якорь, да, то есть либо завершение, либо фиксация. Но очень похоже, что вы что-то можете доделать, да, то есть ключ, появится возможность закончить что-то, что долго не получалось. Так что, тельцы, пользуйтесь этим днем, да, удача, плюс еще и ключ очень редко выпадает вместе. Это говорит, что можно сделать невозможное. Благодарю за внимание и перехожу дальше к близнецам. Так, близнецы. Семнадцатое августа. Покажите мне, пожалуйста, близнецы, события. Что будет происходить у близнецов? Среда. Гости. У вас выпадает первое событие. Вы пойдете в гости, к вам придут гости. Обман, маска. Кто-то кого-то будет обманывать. Ссора, небольшая ссора. Рядом с гостями выпадает. Может быть, знаете, кто-то что-то приукрасит, да, какой-то рассказ. И поссоритесь из-за этого. Нерешенный вопрос. Подарок. И еще есть разлука. Ну, разлука, это, я так понимаю, после общения с гостями, то есть вы расстаетесь, да, поэтому чемоданы показывает. И смотрим теперь горизонтали, вертикали еще. Колокольчик нельзя. Тайное свидание нельзя. Да, то есть я его не могу вот так положить. Я эту карту только могу сюда ложить, а перевернуть я ее не могу. Так что нельзя. Значит, получается, у вас в этот день гости. В этот день может быть обман, небольшая ссора. Или знаете, как еще? Метла — это может быть наведение порядков иногда показывает. Да, то есть когда мы дома прибираемся, да, то есть может быть перед гостями, да, решили вот порядки навести. Значит, обман, нерешенный вопрос, подарок и разлука, расставание. Вот такие события. Ну, 4 точно указывают, да, то есть вот это подарок,
разлука и гости — это одно событие может быть. И, да, вот метла тоже может к этому событию. То есть это вот как одно проигрывается. И плюс в этот день еще обман и нерешенный вопрос какой-то. Может быть, там что-то хотели решить, но, видите, показывают, что вряд ли получится. Благодарю за внимание. И перехожу дальше к ракам. Так, раки. Смотрим. 17 августа. Среда. События дня. Так, раки. Колодец. Какое-то разочарование может быть у вас в среду. Печаль. Да, глубокая печаль. Что-то вас может расстроить. Разлука. Смотрите. Разлука, расставание. То есть, может быть, вы будете разочарованы, расстроены тем, что вы находитесь с кем-то в разлуке. Допустим, например, человек уезжает или уже уехал. Да, то есть вы вот скучаете. Может быть так. Тайная встреча. Солнышко. Радость. Ну, вот видите, к обеду настроение улучшится. Исполнение желания может быть. Угу. Скользкое дело. Кстати, рядом с тайной встречей ложится. Тайное свидание, скользкое дело. И проверяем, что здесь горизонтали, вертикали еще покажут. Свидание. Свидание, которое доставит радость, да, хорошее настроение. Колокольчик. Пустые разговоры. Конфликт нельзя. И здесь нет совпадения. Значит, у вас, смотрите, получается, может быть разочарование по поводу какого-то какой-то разлуки, либо расстояния, да, то есть, возможно, вы с кем-то на расстоянии, да, то есть у вас здесь разочарование, тоска. Дальше у вас в этот день свидание, да, приятная встреча, хорошее настроение, тайное свидание, возможно, даже какое-то. Дальше исполнение желания, пустые разговоры. Ну, это, скорее всего, кому-то будете рассказывать, да, об этом желании. И еще может быть скользкое дело, какое-то такое заманчивое предложение, да, от которого очень сложно отказаться. И вот мне не нравится, что оно ложится с тайной встречей. Да, то есть очень сложно отказаться от этого свидания. Но это обман. Да, то есть рыба — это всегда какой-то вот кто-то вас пытается подсадить на свою удочку. Так что будьте осторожны, если кто-то в тайне что-то хочет, да, вот вас куда-то заманить, притянуть. Будьте осторожны в этот день. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание. И перехожу дальше ко львам. Так. Смотрим, львушки, что у вас. 17 августа. Львы.
События дня покажите мне. Ключик. Ага, змею пропустила. Значит так, если вы увидели змею первую, значит у вас проиграется змея. Да, то есть вот так можно было сложить. Вы встретитесь с какой-то змеей в этот день. Ну, я вот, видите, ее не увидела для того, чтобы увидеть ключик. А ключик показывает, что все в ваших руках, да, в этот день. Все двери перед вами открыты, да, то есть много возможностей. Ну вот прям супер. Когда ключ выпадает, еще и первым ключевой день может показывать. То есть какой-то очень-очень важный для вас день. Опять же, день рождения, да, может быть, у кого-то выпадает 17 августа, да, то есть показывает важный день, день рождения. Если у вас день рождения, я вас, конечно же, поздравляю. Да, то есть мне карты, видите, показали, что у вас тут еще и подарок. У вас тут именины, да, подарки вам готовят. Решится какое-то дело. Опять же, да, то есть если выпадает ключ, всегда все дела решаются, да, в нашу пользу. Очень хорошо. Тайная какая-то встреча может быть в этот день у вас. Да, вот смотрите, если есть нерешенные вопросы у вас, да, цепочка долго-долго тянутся, вот в этот день нужно попробовать 17-го, да, то есть благодаря ключу вы эти вопросы можете решить. Конфликт может еще быть вечером с кем-то, причем серьезно. 2 меча это прям вот, да, серьезные такие, с разногласия, да, вот прям с криками. Исполнение желания также может быть в этот день. Удачу нельзя. Смотрим с вами горизонтали, вертикали. Угу, не вижу я. Получается, в этот день ключ, да, показывает, что день важный, и в этот день очень многое может у вас получиться. Все решится, да, ножницы, все решится. Все какие-то нерешенные вопросы, дела, все у вас получится. Может быть тайная встреча, подарки, исполнение желаний. И вот единственный минус, да, у вас тут есть, это конфликт с кем-то может быть в этот день. Так что, да, вот лучше, конечно, избежать, чтобы не портить себе настроение, да, от всего этого. Постараться избежать конфликта. Благодарю за внимание. И дальше перехожу к девам. Сейчас посмотрим, что у дев. Девы. Семнадцатое августа. События дня. Покажите, пожалуйста, для дев. Среда. Что будет происходить? Успех. Лавровый венок. Успех, ссора небольшая. Любовь. Все хорошо будет в личной жизни. Цыпленок. Рядышком ложится семейная жизнь, да, то есть любовь, семья, дети. Часто показывают детей. Деловое общение.
Смотрите, подсказка, то есть ссора может быть в деловом общении, то есть вы с кем-то в этот день, если будете работать, да, то есть решать какие-то вопросы, дела, вот здесь может ссора произойти. Свидание показывает, опять же, свидание рядом с сердцем, свидание с любимым человеком, ну или всей семьей, да, у кого есть дети, то, возможно, вы все вместе куда-то пойдете. Якорь нельзя. Так, горизонтали я не вижу. Сейчас я еще посмотрю. Вертикали. Рыбу нельзя. События в доме. Домик есть. Может быть, в этот день событие у вас какое-то. Да, то есть вы всей семьей, да, пойдете на это событие. И здесь нет совпадений. Получается, смотрите, у вас будет успех в делах, да, в этот день. Показывает, будет деловое общение, будет успех. Возможно, будет небольшая ссора, но все равно как бы все закончится в вашу пользу, да, то есть лавровый венок у вас. Дальше, в этот день еще у вас будет все хорошо в личной жизни, в семье. У вас может быть приятная встреча, свидание и какое-то событие, мероприятие еще в родне в этот день, да, где вы, может быть, там все соберетесь, встретитесь. Так что смотрите, да, какие все события хорошие, кроме вот небольшой ссоры, может быть, да, вот на работе, в делах. Но опять же, этого можно избежать. Так что, девы, вот такая у меня информация для вас. Благодарю за внимание, и дальше я перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части. Ссылочку вы найдете под этим видео в описании, если вниз прокрутите. Ну или еще как вариант можно зайти на канал. На канале есть все мои видео Таро дома. Или можете еще в комментарии оставлять запросы. Я еще так могу, да, вот вам оставлять ссылочки через комментарий. Так что жду вас во второй части.